Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех наших любимых утренних телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК СХ. И это традиционное утро вместе с нами. И сегодня в этом эфире мы, Дарьян Кехова и Павел Танин. Мы приветствуем всех и желаем всем бодрого утра. Все именно так, как сказала Даша. Вот больше добавить и не убавить, как говорится. Много всего интересного нас ждет. Мы, во-первых, вновь готовы дарить подарки, связанные с важным событием для нашей республики. Это международные детские игры «Дети Азии», спортивные детские игры «Дети Азии». Поговорим, немножко затронем тему и спорта, так сказать, уже взрослого, да, Олимпийских игр. И не только как с точки зрения спорта, а вообще, в принципе, все, что с ними связано, околоспортивное, скажем так. И, конечно же, интересные гости, с которыми будем беседовать, узнавать много нового. Все это будет в ближайший почти что час, поэтому вместе с нами встречаем наступивший день, и все у вас обязательно получится. Ну и, как всегда, мы начнем с традиционного рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 24 градуса. В заречной группе 7-9 градусов ниже 0. В южных 3-10 со знаком минус. В Вилюйской группе 16-30 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 21. В западных 7-16 ниже 0, в Колыме-Дигирской группе улусов 14-34 со знаком минус. В Янских 18-34, на северо-западе 27-34 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 7 градусов. Ну и, конечно же, как вы сказали, с самого начала нашего эфира мы начнем что? Правильно дарить подарки, связанные с международными спортивными играми «Дети Азии», которые пройдут с 25 июня по 7 июля этого года. Это будут уже 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». Пройдут, наконец-то, они на своей исторической родине в Якутске. И юные спортсмены будут состязаться в 24 видах спорта. И в связи с этим вы можете получить памятные подарки. Это термокружки и шоперы с символикой игр. Каждый день мы задаем вопросы, связанные с этими соревнованиями. И сегодня, Даша, я знаю, ты вопрос знаешь, я вопрос не знаю, поэтому Даша вопрос задаст. Итак, внимание! Вопрос звучит следующим образом. Вы сейчас его видите на экране. Назовите, каким играм был построен ЦСП «Триумф». Итак, я думаю, прекрасно все понимают, где находится «Триумф», как он выглядит, но вот каким играм. То есть нам нужно, чтобы вы назвали счет, соответственно, да, каким и в каком году, пожалуйста. Поэтому будьте внимательны, отправляйте ваши правильные ответы на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. Если вы еще не подписаны, быстренько это делаем прямо сейчас в прямом эфире, сканируем QR-код и, значит, ищем наш вопрос, который уже там продублирован, и, соответственно, даем правильный ответ. Первым, кто ответит, получит вот такой эксклюзивный подарок. Это шопер и термокружка. Да, поэтому все знают, где находится «Триумф», а не все знают, что такое ЦСП. Центр спортивной подготовки. Утро Якутии познавательное. Всегда пожалуйста. Поэтому дерзайте, в Телеграме вопрос уже появился, шансы у вас есть. Термокружки, шоперы. Что такое шопер? Это если вы хотите стать миллионером, но не хотите собирать пакеты. Шопер вам в этом поможет. Ну, а мы продолжаем и говорим дальше про спорт. Тоже хорошие новости есть, да, российские и белорусские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в этом году, но участвовать будут, опять же, в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет. Олимпиада в Париже — это, кстати, не только возможность побороться за главную спортивную награду вообще во всем мире, да, но и восстановить потраченные силы изысканными блюдами и интересными десертами. Ведь французская кухня, мало кто поспорит, да, она предлагает всегда огромный кулинарный выбор, не только вкусом способны удивлять во Франции. Подача — это еще один из немаловажных нюансов в кулинарии. И вот как сошлись спорт и подача в кулинарии? Давайте посмотрим.
Новое пирожное под названием «Трамплин для прыжков в воду» появится этим летом в Париже во время Олимпийских игр. Его создал французский кондитер и пловец-любитель Рамин Самии. За основу взял рецепт знаменитого торта «Опера». Пирожное состоит из бисквита, пропитанного кофе, кофейного крема и ганаша из горького шоколада. Кондитер также добавил в прослойку рисовые хлопья, бобы тонко и элитную соль флёр-де-сель. Сверху пирожное покрыто глазурью серого цвета для сходства с настоящим трамплином. На создание такого десерта кондитера вдохновила его любовь к водному спорту. Нырять с трамплина – это целое искусство, поэтому воплотить все это в кондитерском изделии оказалось сложной задачей. В пирожном «Трамплин для прыжков в воду» можно найти все соответствующие элементы – воздушность, хруст, как при ударе в воду и тому подобное, что довольно интересно. Рамин много лет увлекается прыжками в воду и участвует в любительских соревнованиях. Его тренирует олимпийский чемпион Лоис Шимчак. Идея с пирожным ему понравилась. У пирожного интригующая форма. Становится интересно, что это такое. А когда понимаешь, что это трамплин для прыжков в воду, возникает любопытство. А почему бы и нет? Может быть, это вдохновит молодежь приходить в бассейн и пробовать себя в этом виде спорта. Рамин держит кондитерскую в Париже. Продает пончики, но необычные, а с разными вкусами. К тому же по-разному украшенные. Новое пирожное будет предлагать покупателям только во время Олимпиады. Она пройдет с 26 июля по 11 августа. Продолжаем тему спорта и физической активности. Занимаетесь ли вы в зале силовым тренингом или играете в футбол после работы? Спина всегда испытывает на себе существенную нагрузку. Упражнения для укрепления мышц спины пойдут на пользу всем. Как профессиональным атлетам, так и спортсменам-любителям, ну и нам, офисным работникам. Доброе утро! Сегодня мы с вами сделаем комплекс на укрепление мышц спины. Для тренировки нам понадобится только коврик, либо можно выполнять этот комплекс без коврика на удобной поверхности. Главное, чтобы было не твердо. Первое упражнение в этом комплексе – отжимания. Отжимания мы будем выстраивать корпус, руки близко друг к другу, большие пальчики соединяются, кисть уходит под грудь. Далее постановка корпуса как в планке, одна прямая линия. Исключаем сразу положение домик. В этом положении мы не находимся. И выполняем отжимания 8 раз. Локти уводим точно назад и возвращаемся вверх. Локти уводим точно назад и возвращаемся вверх. Уже 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далее мы можем слегка растянуться, уведя ягодицы на пятки и прижав лоб к коврику. Далее мы переходим к следующему упражнению. Для этого мы ложимся полностью на коврик, прижимаем тазобедренный сустав. Далее уводим живот, прижимаем ребра, выходим вперед. Голову, взгляд уходит у нас в коврик. Это наше исходное положение. С этого положения мы будем подниматься вверх, сводить лопатки и уходить вниз. Руки не опускаем. В этом упражнении у нас 12 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Здесь мы также можем отдохнуть, переведя плечи на коврик, прижав их. Голова либо влево, либо вправо. Небольшой отдых перед следующим упражнением. Далее мы переходим к третьему упражнению. Классической планки. Выстраиваем в 3 точки. Отстраиваем ножки. Колени натянуты. Ягодица подтянута. Живот подтянут. Так мы стоим в планке от 20 секунд до минуты.
С каждым разом вы можете увеличивать свое время. Начинайте с малого, 20 секунд. В завершении комплекса расслабляем колени, расслабляем носочки, аккуратно выводим ягодицы на пяточки и растягиваемся. В этом комплексе собраны упражнения планка, гиперэкстензия и отжимания. Отжимания и гиперэкстензию мы выполняем от 8 до 12 повторений. Планку выдерживаем от 20 секунд до минуты. Комплекс повторяем в 3 подхода. Между каждыми упражнениями небольшой отдых. Я желаю всем хорошего дня и до новых встреч! Ну, вот эти все, да, вот мы говорим сегодня про спорт, очень много, Олимпиада этим летом нас ждет, дети Азии нас ждут, а сегодня в Алдане торжественно откроют 5-ю спартакиаду зимних видов спорта Якутии. Более 600 спортсменов будут соревноваться в 10 зимних видах спорта. Олимпийские чемпионы при этом дадут мастер-классы воспитанникам Якутской спортивной школы спортивного резерва. А почетными гостями спартакиады, которые проходят в Нерюнгри и Алдане, стали олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и обладательница золота Олимпиады по биатлону Ольга Зайцева. Вчера они начали работу в Нерюнгри, затем отправились в Алдан. Помимо демонстрации мастерства, именитые спортсмены встретятся с жителями городов, наградят победителей и призеров соревнований, а также примут участие в торжественной церемонии открытия спартакиады, которая состоится уже сегодня. В Нерюнгрийском районе я сейчас первый раз. Всегда как-то проезжал мимо, да, направлялся сразу прямиком в Алдан. Миссия моя амбассадорская, 5-я зимняя спартакиада, ну или 5-я спартакиада по зимним видам спорта. Надеюсь, все пройдет классно. Буду следить, помогать, открывать и болеть за всех спортсменов, чтобы у всех были хорошие старты и быстрый финиш. Например, в мое время мы редко встречались с олимпийскими чемпионами. Я один раз, наверное, выступала на соревнованиях приза Раисы Сметаниной, там я ее видела, я очень была восхищена, не знаю, взяла единственный раз автограф у нее на лыжи, она у меня до сих пор сохранена. И говорю, всегда Раиса Сметанина, всегда у меня в голове был ее девиз, поэтому мы, наверное, как олимпийские чемпионы должны ездить по таким мероприятиям, и показываться детям, рассказывать, должны делиться опытом, и это на самом деле наша миссия такая у олимпийских чемпионов. Ну, яркое событие в виде открытия спартакиады ожидает нас сегодня. О том, что уже произошло, обстановка не только в республике, но и за ее пределами, об этом расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Глава Якутии Айсан Николаев провел очередное планерное совещание с руководством правительства и администрации главы и правительства. Айсан Николаев сообщил, что правительство страны утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза. Он напомнил, что федеральные решения по вопросам бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера отрабатывались на примере республики. В августе прошлого года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Айсан Николаев подчеркнул, что реализация данных решений должна быть синхронизирована с проводимой на республиканском уровне работой по организации северного завоза. В Ленске у обелиска Победы появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-Холл. Накануне там прошло траурное мероприятие, собрались десятки горожан. Ленчане, как и вся Россия, скорбят по погибшим. Глава города и заместитель главы района выразили соболезнования родным и близким, отметив, что в такое сложное для России время нужно быть сплоченными и сильными. Ленчане несут к мемориалу цветы, игрушки и свечи. Стихийный мемориал появился также и на остановке «Почта» в центре города, а также возле храма великомучеников в поселке Пеледуй. Терроризм, синонимы – это устрашение, страх, смерть. И самое главное, нацелено это все в первую очередь, конечно, на тех людей, которые погибли в зале, но имеет широко идущие последствия. Цель-то, конечно, всех нас разделить по национальному признаку. И только сильные духом русские люди, имея в виду все национальности, которые проживают на нашей территории нашего государства. Только все вместе мы можем выстоять и победить.
Якутия – лидер среди регионов Дальневосточного федерального округа по уровню рождаемости. За 5 лет население самого большого региона страны выросло почти на 40 тысяч человек. Также средняя ожидаемая продолжительность жизни впервые превысила среднероссийские показатели, составляет 73,5. За 2 месяца этого года в Якутии родилось около 1700 детей, из них 865 девочки, мальчиков 832. Одним из факторов высокой рождаемости стал и расширенный неонатальный скрининг. Этот анализ берется до 36 недель детям на 6-7 сутки, а с 37 недель на 2-3 сутки берется этот анализ. На 36, с 24 года мы берем анализ на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Эти анализы, они помогают выявить, рано выявить наследственные и врожденные заболевания. Чем раньше начинаем лечить эти заболевания, тем ребенок будет развиваться хорошо. В Якутске прошел круглый стол на тему профильное инженерно-технологическое образование, современное состояние и вызовы в рамках одноименного международного педагогического форума. На обсуждение приехали представители различных общественных организаций, предприятий, учителя и педагоги. Были подняты вопросы о повышении качества математического и, естественно, научного образования у школьников, о разработке учебных пособий. Также прошел обмен опытом по данной проблеме с представителями других регионов страны. По итогам круглого стола самые эффективные предложения были собраны и в дальнейшем отправлены на рассмотрение министру образования и главе республики. Приходит очень быстрое время, к которому мы все должны быть готовы. Если раньше академическое образование позволяло в течение долгого периода времени готовить качественных специалистов, для этого сейчас у нас, к сожалению, времени нету. При этом, с одной стороны, и с другой стороны, мы понимаем, чтобы нажимать 10 кнопок одного же смартфона, не нужно доходить до изучения атомов или молекул данного телефона. Поэтому быстрое время, нужны быстрые специальности, подготовка. В Якутии стартовала неделя отказа от зависимости. Акция проходит в онлайн-формате и существует уже 6-й год. В ее рамках специалисты проведут профилактические беседы о пагубном влиянии алкоголя, никотина и других психоактивных веществ на организм человека, смертности и заболеваниях, вызванных их употреблением. Также врачами 29 марта в поликлинике наркологического диспансера пройдет акция года «Все справки нарколога» до 10 вечера. В этот день отделение профосмотров якутской наркологии будет работать с 6 до 10 часов вечера. Напомню, любой человек, имеющий зависимость, может обратиться к врачам-наркологам и клиническим психологам Якутского республиканского наркологического диспансера как по записи, так и анонимно и пройти курсы по избавлению зависимостей. Синдром зависимости от любого психоактивного вещества, а алкоголь – это тоже психоактивное вещество, включает в себя, когда человек непосредственно имеет несколько синдромов. Это когда начинают появляться, если это алкоголь, запои, если это употребление психоактивных веществ, значит употребление достаточно частое, и без этого человек прожить не может. То есть само слово «зависимость», когда человек не может обходиться без алкоголя либо какого-то психоактивного вещества, включая, кстати говоря, и сигареты. А сегодня состоится премьера полнометражного документального фильма «Улуру-Адо. Потаенный смысл предназначения». Фильм рассказывает о жизненном пути выдающегося сына юкагирского народа, профессора, доктора филологических наук, поэта и прозаика, почетного гражданина республики Гаврила Николаевича Курилова. Уникальные архивные съемки и фотографии, суровая природа альринской тундры, загадки белых ночей Петербурга, исповедь и мудрость старейшины и легенды древнего северного народа. Что волнует самого старого юкагира мира? Кто идет за ним? Кого он встретил и потерял во время пути? Где его сыновья? Эпический фильм про древнейший этнос севера Улуру-Адо «Незакатное солнце юкагирского народа». И сегодня мы пригласили режиссера этой картины, документалиста, сотрудника Национальной библиотеки Якутии, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия, обладателя премии «Золотой микрофон» лучшему журналисту республики Ивана Кригова-Горница. Иван Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос. Почему решили снять фильм про Улуру-Адо? Дело в том, что в прошлом году ему исполнилось 85 лет. Это на сегодня самый старейший юкагир в мире. Представляете? 6 миллиардов человек и
самый старейший человек юкагирского народа живет в Якутске рядом с нами. Он замечательный человек, он легенда своего народа, ну, не только своего народа, и всей нашей республики. Поэтому мы совместно с Министерством культуры, с Национальной библиотекой решили снять про него очень хороший документальный фильм. То есть, грубо говоря, приурочили к юбилейной дате. Да. А как вы лично с ним встретились, познакомились? Это была целенаправленная такая встреча, через знакомых, возможно, узнали о нем, или случайно? Нет, он из той плеяды людей, которые знают все. Дело в том, что и их братьев Куриловых трое, легендарных. Старший Семен Курилов, он автор гениального романа «Ханидо и Халирха». Потом идет Гаврил Николаевич, вот он ученый, поэт. И второй, Николай Курилов, это первый профессиональный художник среди народа юкагиров. И вот их все знают, и как раз и мне очень хотелось с ними познакомиться. И вот выпала возможность, и я ему позвонил, дали телефон, и он легко согласился, потому что, по его убеждению, любая информация про юкагиров, любой фильм – это благо для его народа, для сохранения юкагиров, которых осталось, к сожалению, очень и очень мало. Ну вот, говоря про фильм, мы всегда понимаем, что это съемки, то есть понятно, если мы жизнь человека показываем, много архивных кадров, но я так понимаю, из свежих кадров тоже, как проходили съемки, как вообще фильм собирался. Ну, фильм мы хотели сделать такой, чтобы он имел телевизионную журналистскую составляющую, публицистику, и в то же время хотели все-таки сохранить настоящую документалистику. То есть настоящая документалистика – это метод наблюдения. И таким образом, соблюдая эти все составляющие, две составляющие, мы снимали в течение года. Мы ездили с ним на его родину, Валеринскую тундру, поселок Черский, где он учился, вырос, возмужал, где живут его родные. Мы снимали в Санкт-Петербурге, где он учился, где он женился, у него там была семья, и он защитился там, и докторскую, и кандидатскую. Он состоялся там как ученый, как спортсмен. И мы снимали в городе Якутске, в институте, где-то вот в пригородах, где он бывал, и когда был молодой, ловил там свое вдохновение, искал, так сказать, своего Парнаса. То есть достаточно много локаций было задействовано, да, и причем такие достаточно отдаленные места, да, и сразу возникает вопрос, работали вы все-таки в команде или, знаете, вот, как бы сказать, индивидуально, да, потому что мы знаем, что вы являетесь документалистом-индивидуалистом. Дело в том, что я сейчас работаю в медиа-центре Национальной библиотеки, там сформировалась очень крепкая команда профессионалов, и на основе этой команды мы сняли этот фильм, сделали. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что я все-таки убежден и с годами убеждаюсь, что будущее за такими вот командами, за такими, не в обиду вам, но вот такими большими научными коллективами, как Национальная библиотека, и когда им дают инструменты, когда их учат, они делают очень хорошие вещи, я убежден в этом, потому что там есть самая главная информация, которой нету в интернете, которую вы не найдете нигде, потому что там такие большие архивы, там очень-очень много информации, которые, используя это, вы можете сделать очень хорошие глубокие документальные фильмы, большие проекты. Поэтому приглашаем, если вы уйдете на пенсию, приходите к нам, мы будем очень хорошо с вами работать. Хорошо. Надо посчитать, через сколько это. Да, надо посчитать, да, с законами это, да, соотнести, когда, куда. А в чем же вообще, если взять вот такой глобальный вопрос, миссия вашей работы, да? Вот вы говорите, большой коллектив, да, очень много архивных данных, да, но в любом случае вас же что-то движет вами. В принципе, фильм сам по себе, да, как картина, то есть, все режиссеры с какой-то вот мыслью все равно все-таки выпускают, их создают. Да, ну, в данном случае меня, как и Гаврила Николаевича, тревожит утрата языка юкагирами. Потому что юкагиры сейчас, они вовлечены, как мы все, в большую глобальную сеть, большой глобальный мир, который окружает нас. И
даже русский язык теряет свои вот этот очарование, свои слова, много англицизмов, французизмов и всяких иностранных слов. Тем более юкагирский язык, который находится в самом конце вот этого словесного большого словарного гнета, потому что его окружает и якутский язык, и русский язык, и вот многие иностранные языки, и нету своего вот такого, как сейчас модно говорить, языкового гнезда. Они не могут вот так собраться отдельно и разговаривать на своем языке без всякого влияния. Вот это меня очень волнует, и волнует Гаврила Николаевича. Я хотел в фильме показать его боль, тревогу за это состояние. Если нет языка, нет народа. Поэтому мы находимся в состоянии вот такой большой борьбы за существование самого народа. За выживание, да. можно сказать. Да, выживание. Вот. Ну, мы очень много поговорили про картину, но не сказали, наверное, самого главного. Это где, когда можно посмотреть, как зрители могут... Да, вот сегодня будет премьера в ДК имени Кулаковского на 2-м этаже в гостиной Дружбы народов. Там состоится премьера в 6 часов вечера. Приглашаю всех якутян, приглашаю всех горожан, гостей столицы и вас также, чтобы посмотреть этот полнометражный документальный фильм. Идет 1 час 15 минут. Большой эпический фильм про выдающегося юкагирского ученого, поэта Гаврила Николаевича Курилова «Лура Адов». А на каком языке снята Там картина? интересно, что там звучат и якутский язык, и русский язык, временами даже иностранные, но и есть даже юкагирский, самое главное. Вы можете послушать, как разговаривают юкагиры, и какой словарный, богатый юкагирский язык. Ну, это субтитрами сопровождается, наверное. Да, там будут красивые девушки, которые будут синхронно переводить. Да, обращаюсь к Павлу, я тоже. Но с другой стороны, рядом с Дарьей сидеть, зачем нам туда? Но вы увидите, да, очень красиво. Попробую. Все. Иван Юрьевич, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, желаем вам, знаете, творческого вдохновения, да, вот, и, конечно, благодаря именно вашей работе, да, мне кажется, вот, что культура, да, и самобытность юкагирского народа, она все-таки еще будет на веки века, да, и современное поколение будет знать, кто же такой юкагирский народ. Да, и вот я, пользуясь случаем, хочу вот прочитать на юкагирском языке стихотворение Гаврила Николаевича. Ну, сам перевел. Хорошо. «Как собственную душу просеки лесной, гляжусь в большую лужу, забутую грозой. Неспешно вечереет, вода уже чернеет, вот пара звездных глаз над нею зажглась. Лицо твое родное в дрожащей глубине, слезами залитое обращено ко мне. Зачем так часто разлучаться, куда тебе спешить? Давай, как люди, жить. Безвыходно горю я, стою на берегу, и тихо говорю я, иначе не могу». Но это замечательные стихи были напечатаны в журнале «Юность» в 1966 году. Это самый массовый такой журнал был, самый популярный. Это как если вы написали стихи, и ваше стихотворение, да, опубликовала в блоге, скажем, Ксения Собчак. Вот примерно такой был такой эффект. Это показатель очень сильный. Да. Иван Юрьевич, еще раз огромное спасибо, особенно за стихотворение по поэзии. А почему нет? Да. Говорим про культурное развитие всегда. Желаем дальнейшей работе успехов и, конечно, прекрасной премьеры сегодня. Спасибо. Аншлага, Спасибо вам. Также прекрасных эфиров утренних. Спасибо. Ну а мы... Мы продолжаем. Несколько десятков лет назад был актуален вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Со временем он немного перефразировался. Могла ли она там быть? Десятилетиями ученые изучали этот вопрос, и одним из ключевых моментов в изучении стало обнаружение на Красной планете замерзшего моря. Наличие воды на планете, хоть и в другом агрегатном состоянии, указывает на то, что на планете присутствуют остатки главного источника жизни. А обнаружили море именно в этот день, 26 марта 2003 года. Какими еще историческими событиями знаменателен день 26 марта, узнаем далее. На календаре 26 марта. Сегодня фиолетовый день.
или День больных эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. По народному календарю Никифоров день. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком только в другом облике. Этот день в истории. В 1162 году в этот день войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан. В 1328 году Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. В 2003 году в этот день на Марсе найдено замерзшее море, а в 2006 году начала работу социальная сеть «Одноклассники». В этот день родились Александр Литовченко, русский живописец, академик-передвижник; Роберт Фрост, американский поэт; Алексей Петренко, советский российский актер театра и кино; Патрик Зюскин, немецкий писатель, киносценарист; Алексей Булдаков, советский российский актер театра и кино. Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай и Терентий. Сегодня на всей планете отмечается Фиолетовый день. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. Фиолетовый день придумала 9-летняя девочка Кэссиди Меган, страдающая эпилепсией. Она решила показать, что ничем не отличается от других людей. Идею поддержали многие страны. Фиолетовый или лавандовый цвет символом выбран не случайно. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу и страхи. Еще один эффективный способ релаксации – это чтение. Книга как лекарство. Библиотерапия – действенный способ снизить тревожность. Рубрика «Книжная полка» познакомит нас с впечатляющим и эмоциональным произведением Джека Лондона. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я хочу рассказать о замечательной книге Джека Лондона «Белый клык». Эта повесть была написана в далеком 1906 году, но до сих пор остается самым интересным и увлекательным произведением, которое не оставит ни одного читателя равнодушным. Главный герой этого произведения – Белый клык, который родился от волка и собаки Кичи в северной глуши и вырос среди дикой природы. Из-за сурового северного климата, голода и холода все остальные братья и сестры Белого клыка погибли. Однажды Белый клык со своей матерью попадает к индейцу по имени Серый Бобр, который со временем приучает Белого клыка работать в упряжке с другими собаками. Белый клык отличается исполнительностью, выносливостью, и Серый Бобр делает его главным в упряжке, и это приводит к ненависти по отношению к Белому клыку других собак. Как-то раз Белого клыка выкупает белый золотоискатель, красавчик Смит, который заставляет Белого клыка участвовать в собачьих боях, постоянно избивает, пытаясь полностью подчинить своей воле. Теперь в сердце собаки живет дикая ненависть, которая помогает ему справиться в собачьих боях. Однажды Белый клык чуть не погиб. Бульдог впился в его горло, а красавчик Смит чуть не запинал собаку ногами. Но неожиданно приходит спасение. Уидон Скотт, молодой инженер, разжимает челюсти бульдога, затем он выкупает Белого клыка у Смита и становится его новым хозяином. Поначалу Белый клык злой и агрессивен, но добрый хозяин сумел разбудить в нем такие чувства, как сострадание и любовь. Это произведение мне понравилось тем, что оно учит любить животных, относиться к ним с уважением, и что даже дикого животного любовью и лаской можно приручить. Всем советую прочитать эту чудесную книгу. Нам приятно видеть, что в качестве наших коллег-рубрикантов выступают дети, и, глядя на них, на их материалы, можно с уверенностью сказать, что будущее у национального телевидения есть. Хотя я таким вопросом сильно не задаюсь, еще по возрасту не положено. Но для того, чтобы подрастающее поколение было грамотным, да и для нас в том числе, всегда необходимо обогащать свой словарный запас и разбираться в тонкостях вообще русского языка. Попробуем сегодня разобраться с самографами ирис или ирис. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы любите конфеты? Лично я очень. Особенно сливочные, тягучие, которые называются... Правильно, они называются ириски или ирис. Но если мы с вами в названии сладости ударение чуть-чуть передвинем, то слово преобразится до неузнаваемости. И получится название цветка – ирис. В русском языке слова ирис и ирис являются омографами, то есть графическими
амонимами слова, которые пишутся одинаково, а звучат по-разному. А мы с вами знаем, что амонимы не имеют ничего общего в значении. Так и название цветка никакого отношения к названию сладостей не имеет. Согласно легенде, название цветка ириса восходит к древнегреческой богине Ириде, которая, как посланница богов, спускалась к людям по радуге. И в переводе с древнегреческого ирис обозначает радуга. Как утверждают интернет-источники, название цветку дал древнегреческий врач Гиппократ. В России слово «ирис» как ботаническое название растения стало известно с середины XIX века. Однако и до этого времени цветок был известен и очень популярен, поэтому сохранились многие его народные названия, самым популярным из которых было касатик. Кроме этого слова «касатик» сохранились и другие названия, например, медвежьи, заячьи или волчьи огурчики. Такое название ирис получил потому, что не распустившиеся цветы напоминали маленькие зеленые огурцы. А еще было такое смешное название, как лягушачье копье. Как культурно-декоративное растение ирис известен очень давно. Об этом свидетельствует фреска на острове Крит, а этой фреске более 4000 лет. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ох уж эти сливочные конфеты нашего детства. Мы не щадили ни зубы, ни здоровье и ели их килограммами. Как ни крути, тот самый ирис или ирис, Только что рубрику смотрели, Даша не позорься. Ну, проще сказать ириски, да? Это вкус нашего детства. Ну, а поговоря про зубы, золотой ключик в особенности. Детство – это самая лучшая пора в жизни каждого человека. Это время, когда мир кажется чудесным и полным возможностей, а серые будни заменяются яркими впечатлениями и веселыми приключениями. Так повезло ребятам из семейного ансамбля «Сандар», которые на днях выступили на международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Песня «Туман» главная в репертуаре ансамбля. Она посвящена трескучим январским морозам. И кому, как не детишкам, из полюса холода знать все прелести зимы. Эту песню ребята выбрали не случайно. Им очень нравится вот эта песня «Туман». Она такая энергичная и подходит для детей. Они сами выбирают, они очень активно говорят, что им нравится, что не нравится. Что не нравится, не делают. Нет, может и такое случиться. И поэтому мы все для них, все ради детей и все для детей. Семейный ансамбль «Сандар» был создан в январе на старте года семьи и детства. В коллективе 9 детишек. Это двоюродные и троюродные братья и сестры. Выступление в Москве для них стало дебютным. К поездке готовились тщательно. 3 месяца ребята репетировали, а их родители шили костюмы. Родители сами шили этот костюм. С 12 часов дня до 12 часов ночи. Мы с ними почти не встречались. Потому что, когда они в 12 часов идут, то мы бежим домой после школы. Потом, когда утром мы бежим в школу, а родители спят, мы с ними почти не виделись. На стенде Якутии ребята также выступили со скороговорками, чабыргах и игрой на баяне. Помимо выставки «Россия» на ВДНХ, они посетили и библиотеку на Верхоянской улице в Москве и Постпредство Республики. Впереди у ансамбля «Казань». Там юные артисты выступят на детском фестивале. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
как здорово, когда родители поддерживают таланты своих детей и помогают их развивать. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, говорил классик более 100 лет назад. Согласитесь, за эти 100 лет ничего не изменилось. Основа семьи – это единство сердец, души, мыслей, целей и стремлений. Так, супруги из Германии, недолго думая, переехали в Россию, где решили построить свою эко-деревню. Идея о переезде появилась у Ремо, когда он задался вопросом, где ему хотелось бы провести свою старость. Нас не устраивало политическое, экономическое и идеологическое развитие Германии. Мы, как свободолюбивые люди, были очень заинтересованы в России. Опять же, из-за нашей истории времен ГДР и приняли решение, что Россия наша страна. Поселение, которое строят супруги, будет состоять из 8 домов. По словам Ремо, оно предназначено для людей из западных стран, желающих уехать и начать новую жизнь в России. В последнее время я получаю очень много запросов от граждан Германии, которые сейчас хотят переехать в Россию. Люди очень боятся той политики, которую сейчас проводят в Германии. Нормальные люди в Германии, Польше и Франции, где бы то ни было, не поддерживают свое правительство. Они хотят дать своим детям нормальное будущее. Супруга Ремо Биргит призналась, что она совсем не скучает по жизни в Германии. Мне здесь все очень нравится. Россия, моя новая родина. Я чувствую себя здесь, как дома. 14 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил паспорта Российской Федерации супругам Ремо и Биргит Кирш в усадьбе Рукавишниковых. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 1 марта. На следующий день пара воспользовалась гражданским правом любого россиянина и проголосовала на президентских выборах. Доброе утро. Продолжаем освещать самые заметные события к этому часу. Разведка рудника «Пионер», где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом сообщили источники в оперативных службах. Продолжается бурение еще 3 скважин, сохраняется угроза повторного прорыва породы в рудник и обвал борт-карьера. В связи с этим спасателей и инженеров из самой шахты вывели. Также было уточнено, что прорыв породы и льда в выработке рудника произошел на глубине в 97 метров, что на 50 метров выше последнего зарегистрированного местонахождения горнорабочих. Напомню, на золотодобывающем руднике «Пионер» 18 марта произошел прорыв горных пород. Под завалами находится 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине в 147 метров. Связи с ними нет, в регионе введен режим ЧС. Накануне в рамках курсов повышения квалификации Всероссийской программы «Орлята России» прошел мастер-класс по созданию бумажных цветов крокусов. Акция проходит в дань памяти погибшим в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Мероприятие посетили учителя со многих районов республики, школьники Якутской городской национальной гимназии. Всего в акции приняло участие более 100 человек. Некоторую часть участники акции прикрепят к одежде, а часть цветов соберут в букет и отнесут на постамент памятника городу-герою Москве, который находится на площади Победы. В рамках акции мы научились делать цветок, и данная акция была инициирована ребятами из движения первых. Это очень вдохновляет, что в нашем поколении молодежь у нас активная. Думаю, конечно же, это очень важно, чтобы дети чувствовали, да, как важно быть вместе. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности. В республике с 15 марта идет всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Основная цель проводимого мероприятия – это вовлечение граждан в процесс благоустройства городов. В этом году на конкурс приняли участие 67 объектов из 31 населенного пункта и 17 муниципальных образований. Напомню, что голосование заканчивается 30 апреля этого года, ну а итоги подведут до 5 мая. Итоги голосования будут опубликованы 5 мая. Мы определим победителей территорий на муниципальных образованиях, которые в последующем будут участвовать в конкурсном отборе на получение субсидий для реализации в следующем году.
Голосование проходит у нас на сайте загородсреда.ру. Вы можете пройти по данному сайту и выбрать свое муниципальное образование и ту территорию, за которую вы хотите проголосовать. В РБ-2 за год проводят более 10 тысяч операций, и при этом при всех хирургических вмешательствах пациенты находятся под наркозом. Поэтому ни одна операция не обходится без врачей и анестезиологов. Анестезиологи до операции тщательно готовят пациента, и в зависимости от роста, массы тела, а также результатов анализов уточняется доза препарата. Помимо этого, врачи пользуются специальными аппаратами. В этом году в отделении реанимации приобрели 6 новых единиц наркозно-дыхательного оборудования. Преимуществ, конечно, с предыдущими аппаратами в разы больше. Показывает уровень углекислого газа на выдохе-вдохе, показывает концентрацию анестетиков дыхательной смеси. Также показывает парциальное давление на вдохе и на выдохе. Ну и можно управлять легко, получается. Там очень много режимов и подобрать индивидуально для каждого пациента. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В рамках федеральной программы «Приоритет-2030» Дальний Восток Арктический государственный институт культуры и искусства начал реализацию научно-исследовательского проекта «Музыкальное наследие Северных Саха. Поисковые полевые исследования, фиксация и креативное продвижение». И сегодня у нас в гостях проректор Арктического государственного института искусств культуры, руководитель федеральной программы «Приоритет-2030 Дальний Восток» Вера Никифорова и отличник культуры республики, преподаватель Якутского музыкального колледжа и также Института культуры и искусств Надежда Варламова. Надикан, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, первый вопрос, да, «Приоритет-2030», на что в целом вообще эта программа нацелена, для чего она придумана, что хотят из нее получить? Знаете, это очень крупный федеральный проект, в котором участвуют более 139, по-моему, университетов, вузов, разных профилей. То есть это был конкурс, очень большой конкурс. Вообще, в целом, самая главная задача этого федерального проекта заключается в том, чтобы трансформировать университетскую систему для того, чтобы они готовили кадры, которые будут развивать конкретный регион, их местонахождения. То есть вузы должны стать драйверами, как сейчас говорят, да, развития региона, особенно экономики региона. И вот мы осмелились принять участие в этом конкурсе в конце 2022 года. И к своему, ну, можно даже сказать, удивлению, выиграли этот конкурс. И сейчас мы вступили, можно сказать, вообще в новый этап своего развития, Арктический институт. Потому что сейчас очень востребовано в регионе, в стране в целом воспитание креативного класса, скажем. Да? Сейчас же мы идем к креативной экономике, и поэтому если мы были раньше просто классическим вузом культуры и искусства, который готовил там кадры в сфере искусства, культуры для библиотек, для театров, то есть для отраслей, то сейчас уже мы перестраиваем весь учебный процесс. Мы переходим с 1 сентября, первый курс, он будет набран на индивидуальную образовательную траекторию. Представьте, раньше мы думали, что это невозможно в вузовской системе, а это действительно Тюменский государственный университет придумал эту систему, очень интересную. Мы несколько раз туда ездили учиться и переходим уже на индивидуальную образовательную траекторию, потому что сейчас вообще меняется наша жизнь, меняется потребности у людей, меняется вообще ритм жизни, скажем так, да? И вот в нашей программе главное — воспитание, взращивание креативного класса. Конечно, мы опираемся на свои основные образовательные программы. Кроме того, разрабатываем дополнительные образовательные программы, мониторим, что нужно людям сейчас. Привлекаем очень много высококвалифицированных специалистов со стороны, потому что некоторых компетенций в ВУЗе, конечно же, не хватает. Поэтому это надо восполнять за счет других специалистов из других вузов. Для этого мы создали консорциум. Мы сотрудничаем с Высшей школой экономики. Ну, понятно, что со своими коллегами из других ведущих вузов культуры и искусства тоже мы продолжаем свое сотрудничество. С Дальневосточным федеральным университетом, то есть с теми университетами, которые
преуспели в этом направлении. Ну и, конечно, с универсальным университетом есть такой совершенно уникальный, очень интересный, специализированный университет креативных индустрий в Москве. Вот вы, кстати, упомянули тюменский опыт. Да, этот результат в Тюмени, собственно, это результат работы тоже в рамках программы «Приоритет 2030». Да, они это начали значительно раньше, вообще перестраиваться, переосмысливать свою деятельность. И уже в 2014 году они вступили в программу, тогда мы были совсем еще молодой вуз, они вступили в программу 5-100. Была такая тоже очень крупный проект. Поэтому, в общем-то, они уже начали процесс трансформации уже лет 10 назад. Поэтому у них есть уже опыт. Сейчас они, конечно, продолжают свою работу уже в рамках приоритета 2030. В этом году программа «Приоритет 2030» включает в себя музыкальное наследие северных Саха, поисковые полевые исследования, фиксация и креативное продвижение. Да? Этот проект под руководством, и если мы не ошибаемся, доктора искусствоведения Оксаны Добжанской. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Я сама являюсь аспиранткой первого курса АГИКИ по направлению музыкальное искусство и руководитель аспирантуры Варвара Дьяконова. И вместе мы одной командой с Оксаной Эдуардовной разработали проект «Музыкальное наследие северных Саха», поскольку мое исследование связано с интонированием песен в стиле дагерен и, в частности, интонирование песен со специфическими приемами исполнения, как хабарга, хонгсо, тангала, это небное, гнусавое и пение с гортанными хрипами. И в нашей республике такие песни сохранились, в частности, в Верхоянском улусе, и также их исполнял из Абыя певец, знаток музыкальной культуры народа Саха Прокопий Егорович Слепцов Оюн Баракопой. Он представлял культуру наших народов в Москве, в Ленинграде, была записана его пластинка на студии «Мелодия», и мы поехали по стопам обитания северных Саха. Первый наш пункт назначения это был Альбыйский район. Вот вы видите, как музыковед Эдуард Алексеев берет интервью у Прокопия Егоровича. И мы побывали в его родном селе Кеберкене, а также в селе Сайганах, родина шамана Константина Ивановича Черкова, и в селе Абы, в Белой горе, и также в селе Сутуроха, где нам посчастливилось пообщаться со старейшинами, представителями культуры северных Саха, также с представителями культуры эвенской. И мы увидели и услышали песнопения, также подражательные танцы, звукоподражания, охотничьи ритуалы. И я очень благодарна управлению культуры Абыйского района, также управлению района и управлению образования за то, что они в короткий срок помогли нам организовать нашу экспедицию, которую очень тщательно мы, конечно, готовили. И наша большая благодарность всем, кто поделился своими семейными песнопениями, личными напевами. И мы все сохранили в базу данных нашего института, чтобы в последующем подрастающее поколение могли тоже этим воспользоваться, и чтобы наши студенты и института, и музыкального колледжа, и других образовательных учреждений культуры и искусства могли видеть воочию это наследие нематериальное наших народов. То есть из рассказа, да, что название, программы «Музыкальное наследие», но в принципе в рамках экспедиции не только музыкальными знаниями пополнено. Конечно. Такая дальняя поездка все равно предполагает комплексное изучение. В том числе фольклорное. Конечно, обязательно. И очень нам было отрадно, что старшее поколение охотников с нами охотно поделились своими секретами, ритуалы, практики, обычаи, и спрашивания у духов земли добычи. Также они нам показали, как звучат голоса разных птиц, животных. Это является тоже такой частью культуры, конечно же. И на свои какие-то вопросы мы нашли ответ непосредственно у носителей культуры. Это очень отрадно. И замечательно, что люди подходили со своим архивным материалом. И они нам передали архив от композитора Василия Зырянова, который передал в свое время Светлане Васильевне, она руководитель клуба села Абы. И в этот раз, когда мы с ней встретились, она передала нам это в дар, сказала, чтобы для последующего изучения на этой бобинной пластинке содержатся
На кассете содержатся образцы пения северных саха, старинные песни, записи Алан Хасутов. Это все находится в процессе обработки. И также вот Надежда Лебедева передала нам записи Садовникова Семена, на которых вот как раз-таки пение северных саха запечатлено, и также пение с бубном от венского исполнителя. Вот прям сокровище целое. Ну, Вера Семеновна, декан, спасибо большое за эту беседу, за вот историю про экспедицию. Удачи в дальнейшей работе в этом проекте. Ну и пусть у нас потом кто-то будет, как мы сейчас про Тюмень говорили, говорить потом про нас уже. Ставить нас в пример. Ставить нас в пример. Ну а следующая новость. 24 марта на Земле началась сильная геомагнитная буря. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований Российской академии наук Тамары Бреус, клетки тела человека имеют определенный электрический заряд и реагируют на смену космической погоды. Поэтому, если частота колебаний геомагнитного поля составляет 1-2 секунды, что совпадает с ритмом сердечных сокращений у людей с патологиями сердца и сосудов, может ухудшиться самочувствие. Это объясняет, почему около 70% инсультов, инфарктов и гипертонических кризисов происходит именно в этот период, в период магнитных бурь. По разным данным, магнитные бури могут замедлять капиллярный кровоток, что провоцирует кислородное голодание тканей, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию, запускать триггеры мигрени, обострять проблемы, связанные с болезнями опорно-двигательного аппарата. Врачи рекомендуют таким людям контролировать артериальное давление, проконсультироваться со своим лечащим врачом о дозировке и частоте приема препаратов, держать все необходимые лекарства и воду рядом с собой, избегать стресса, негативных эмоций, ограничить алкоголь, табакокурение и вредную еду. Также выброс способен оказать влияние на работу электроники, систем связи и навигации. Ну вот такая она магнитная буря. Да, что хочется сказать, это действительно научно подтвержденная информация, это вам не какой-то там ретроградный Меркурий, тут все серьезно. Поэтому берегите себя, следите за своим здоровьем, здоровьем ваших близких. Ну а мы видимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия 24. Доброго всем утра. До встречи.